Полные георгиевские кавалеры – это обладатели всех 4 степеней Георгиевского креста. На сегодняшний день известно 38 ингушей, удостоенных этих наград. Их имена высечены на плитах мемориала. 2 имени из этого списка добавлены совсем недавно. В 30-летие образования Республики Ингушетия на мемориале памяти и славы установлена новая памятная плита, на которой высечены имена первого полного георгиевского кавалера Кантышева Тоя Кантышевича и штабс-капитана Российской императорской армии Наурузова Маги Наурузовича. Я как экскурсовод очень рада тому, что у нас новые имена, что я могу знакомить людей с такими выдающимися личностями и сама могу как-то прикасаться к этой истории. Увековечить имена 2 полных георгиевских кавалеров, по словам экскурсовода Фатимы Тимурзиевой, захотели родные Тоя Кантышева. Подтвердить о том, что участник Кавказской войны является первым среди ингушей, удостоенным таких почестей, помогли документы из архивов Москвы и Санкт-Петербурга. Вместе с именем Тоя Кантышева в списках нашли и имя Маги Наурузова. Нам в дар были переданы фотографии, архивные данные, документы, наградные листы георгиевских кавалеров, которые мы можем демонстрировать нашим посетителям. Это из достоверных источников. Несмотря на плодотворный поиск, информации о жизненном и боевом пути наших земляков мало, особенно о штабс-капитане Маги Наурузове. Его боевой путь работники музея собирали по крупицам. Наурузов Маги Наурузович 1820 года рождения, участник Кавказской войны, участник Крымской войны и участник русско-турецкой войны 1877 по 1878 годов. О Тое Кантышеве известно чуть больше. Родился он в 1827 году. На военную службу вступил в 1845 году всадником Терской конной полиции. Через 6 лет произведен в чин юнкера. Известно, что его имя носит селение Кантышева. Он был тем, кто притворял политику переселения горцев на равнинные земли и первым вместе с семьей переехал на новое место жительства. Его жизнь оборвалась рано. Умер он в возрасте 34 лет. К сожалению, знаете, о георгиевских кавалерах известно не очень-то много, их биографии очень короткие, но этого достаточно для того, чтобы почтить их память и говорить о них сегодня, и знакомить с их боевыми заслугами наше подрастающее поколение. О наших земляках, пополнивших список защитников Отечества, можно узнать из экскурсии. Мемориал памяти и славы – один из главных пунктов назначения для гостей региона. Вот и Валерия Липунова под большим впечатлением от увиденного и услышанного. В регионе она впервые. Очень красивый комплекс, масштабный, с памятниками, мемориалами. Все везде подписано, понятно. Вот, очень интересно то, что можно зайти в вагончик, посмотреть, почитать, стихотворения красивые, такие подобранные, очень трогательные. Вот, очень интересно, и да, можно рекомендовать для посещения, и это очень круто для патриотизма младшего поколения здесь побывать, это... Да, хорошо, очень нам понравилось. У нас огромный поток туристов иногородних. Они, в принципе, не знали, что есть вот такой вот край нашей Ингушетии. И после услышанного, после экскурсии, они бывают под таким вот впечатлением, что многие возвращаются потом после со своими семьями, со своими знакомыми и знакомят их с нашей историей. В планах у сотрудников музея под открытым небом найти больше информации о боевом и жизненном пути Тоя Кантышева и Маги Наурузова. Они надеются, что их списки и дальше будут пополняться славными сынами нашего народа. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24.